Он 5 лет подряд находился на первой строчке списка лучших средневесов планеты. Благодаря тяжелоатлету спортивный мир впервые услышал гимн независимого Туркменистана, а в небо поднялся зеленый стяг с 5 гёли, полумесяцем и звездами. Его формула успеха была проста и до боли сложна одновременно. Ежедневный труд, терпение, строгий режим и страсть к своему делу. Страсть, переходящая в огонь в глазах. По словам нашего героя, только этот огонь, только такое рвение делает из обычного человека чемпиона. Спокойный и в меру замкнутый в обычной жизни, на спортивном помосте он превращался в батыра, которому не было равных, из-за которого говорили его победы и рекорды. Он был яркой звездой на Олимпе штангистов, но по роковому стечению обстоятельств так и не попал на главные старты четырехлетия. Жизнь, которая трагично оборвалась в 27 лет, он посвятил своей стране и народу. В спортивной истории республик бывшего СССР есть свои герои и свои легенды. На мировых первенствах и крупнейших стартах планеты они доказывали всем, что великая держава сильна в первую очередь не военным потенциалом, а людьми. И их главное орудие – это спортивный инвентарь и улыбка. Наш герой прославился на весь мир и привез на родную землю первую в истории Туркменистана золотую медаль чемпионатов мира. Меня зовут Твалтвадзе Гиви. Вы смотрите «Чемпионы Евразии». И сегодня на золотом пьедестале лучший средневес конца 80-х и начала 90-х, выдающийся штангист, трехкратный чемпион мира Алтымурад Араздурдыев. Личное дело Араздурдыева Алтымурада Араздурдыевича. Годы жизни 1969-1997. Одинаково успешно выступал в двух весовых категориях. Сам писал себе планы тренировок, стараясь использовать внутренние возможности на 100%. Ушел из жизни в 27 лет. Посмертно награжден медалью за любовь к Отечеству. Штанга формирует характер, в какой-то степени учит жизни и дает четкое осознание, что у понятий «тяжелый труд», «тяжелые испытания» есть смыслы, применимые к разным ситуациям. Тренировки не были для него испытанием, а были увлекательным процессом и любимым делом. Для мальчишки, который в детстве часто болел, спорт был спасением. Тяжелая атлетика помогла поверить, что нет ничего невозможного. Если человек поднимает вес вдвое больше своего, то паренек из маленького поселка сможет подняться на пьедестал самых престижных стартов. Его главной поддержкой в детстве была семья, братья и сестры. В детстве он часто болел гриппом, и тогда мы готовили ему унаш – национальное туркменское блюдо. Он очень любил его. Так как в семье я была самой старшей, мама всегда оставляла Алтымурада на меня. Я присматривала за ним, а когда делала работу по дому, он всегда помогал мне. Делал всю работу очень быстро, и если приходилось передвигать тяжелые вещи с места на место, он делал это так легко и просто. Поэтому я всегда говорила ему, что он очень сильный и что он добьется больших успехов в тяжелой атлетике. Араздурдыев сегодня легенда туркменского народа. Настоящий пример для миллионов мальчишек, которые верят, что из маленького села можно пробиться на самый верх и объездить весь мир. В истории Туркменской ССР и независимого Туркменистана было много выдающихся спортсменов. Но именно он посмертно был удостоен высокой награды – медали за любовь к Отечеству. Своим усердием и трудолюбием он ковал победы и обессмертил свое имя. А ведь всего этого могло и не быть. Алтымурад начал заниматься тяжелой атлетикой, когда закончил 5 класс. Это было в 1981 году. Когда он пришел тренироваться, я уже работал тренером в секции в городе Мары, но был слишком худой. А в моей команде все были сильными и большими. Первое время он не впечатлял. Помню, как я сказал ему, что из него не получится тяжелый атлет, и посоветовал заняться чем-то другим. Тогда он пошел и попросил у мамы, чтобы я тренировал его дополнительно. Так мы и начали заниматься. Тогда я заметил, что он очень странно поднимает штангу во время рывка. Делает это без усилий, плавно. Еще он очень быстро делал все упражнения. Во время занятий он никогда не контролировал вес, который поднимал, и даже не задумывался, может он его поднять или нет. Тогда я подумал, что в нем есть что-то особенное. К 1983 году Алтымураду в родном селе стало тесно. Нужен был рывок в карьере. Необходима была серьезная секция, где была бы конкуренция и более строгий подход и контроль. Старший брат решает перевести Алтымурада в Ашхабад, в школу-интернат Олимп, где Броно Абрамян готовил будущих чемпионов. Через 4 года, благодаря усердным тренировкам и таланту наставника, Араздурдыев выиграл молодежное первенство СССР и сразу обратил на себя внимание тренерского штаба сборной команды страны.
В 1988 году в США прошло первенство среди молодежи, где он занял 2-е место. А уже в чемпионате мира, прошедшем в 1988 году, среди юниоров он смог занять 1-е место. После, в сентябре 1989 года, в Афинах прошел чемпионат мира среди взрослых, где он также смог занять 1-е место. В 1990 году в Венгрии он 2-й раз стал чемпионом мира. Тогда он выступал в средней весовой категории. Он в рывке смог поднять 172,5 килограмма, а в толчке 205 килограммов. Штанга не любит тщеславных или заносчивых, она их ломает. Железные игры – это кропотливый труд день за днем. Повторение, исправление ошибок, вес на грифе и вера в себя. Если сегодня не получилось, то завтра обязательно затащишь. Сегодня ты не проходишь в сборную, а завтра о тебе говорит весь мир. Команда СССР по тяжелой атлетике была превосходно укомплектована. На попадание в основной состав претендовало по 7-8 штангистов в каждой весовой категории и все атлеты мирового формата. Алтымурат не был исключением. Усердный, работоспособный, настоящий последователь славных традиций Юрия Власова. Он приходил в зал раньше всех и уходил за полночь. Коллеги по сборной говорили, что ему и тренер нужен был лишь, чтобы рядом стоял и корректировал слегка наклон туловища или заваливающиеся колени. Техника Араздурдыева в рывке до сих пор считается эталонной. Алтымурат начал тренироваться у меня в 1983 году. Он очень отличался от своих сверстников. Он был очень целеустремленным парнем. Если загорелся взять какой-то вес, то обязательно его брал. Когда он впервые выступил на соревнованиях в 14 лет, он поднял штангу в рывке весом 35 килограммов и толчком смог поднять 50 килограммов. Так он смог поставить новый рекорд среди молодежи. Ему как будто было суждено стать легендой своего народа, первым чемпионом мира, великим спортсменом и ориентиром для других. В его имени заложен корень «алты» или «алтын», что в переводе с тюркского означает «золото». И он это золото умел добывать превосходно. 3 победы на чемпионатах мира, 3 первых места на европейских форумах. В 1994 году он последний раз поднимался на первую ступень крупных соревнований. К своим первым Олимпийским играм он подходил в превосходной форме, в статусе 2-кратного чемпиона мира. Игры в Барселоне для сборной были сложны психологически. Союза уже не было, а команда, составленная из спортсменов, представляющих уже разные страны, должна была объединиться в последний раз. Кто-то из тренеров находил нужные слова для мотивации, дескать, выступайте не за страну, а за себя, а кто-то уже мысленно был за океаном, где ему предложили теплое место. Но для туркменского штангиста не было разницы, под каким флагом побеждать. Он знал, что эта медаль будет медалью его народа. У болельщиков не было сомнений. На Олимпиаде в Барселоне Алтымурат добудет золото. Он был уникальным спортсменом, способным победить сразу в 2 весовых категориях до 75 и 82 килограмм. Когда главный тренер объединенной команды Василий Алексеев не заявил Араздурдыева в привычный вес, многие сказали, что решил поберечь его для 82. Но в самый последний момент из заявки имя Алтымурада вычеркнули. Чем руководствовался Василий Иванович, сказать сложно. Одни верят в сговор, дескать, кто-то дал денег, чтобы один спортсмен вышел на помост, а второй остался неудел. Кто-то говорит про политические игры. Как бы то ни было, чутье подвело тренера. Греческий атлет Дима Спирос выиграл золото с результатом ниже, чем у Алтымурада на тренировках. Алтымурат Араздурдыев. На штанге вес 207,5 килограммов. Вес, превышающий мировой рекорд. Есть мировой рекорд. На родине героя гордятся победами соотечественников. В его честь называют детей, родители верят, частичка его силы и духа достанется будущим чемпионам. Ежегодно организуют турниры по тяжелой атлетике памяти великого чемпиона, и есть постоянная экспозиция с медалями и кубками. Победы Алтымурада дали прекрасный толчок развитию железных игр в стране. Сегодня здесь работает одна из лучших современных школ, где тренируются будущие чемпионы. Полину Гурьеву называют славной продолжательницей традиций Араздурдыева. Именно она принесла первую в истории Туркменистана олимпийскую награду. Я хочу сказать всем спортсменам, которые занимаются спортом, чтобы они всегда верили в себя, чтобы не просто ходили там, для себя любительские, чтобы они достигали своих вершин, что им судьбой предначертано, чтобы они тренировались
чтобы добивались своей цели. О величии личности можно судить не только по победам, но и по тому, как образ героя отразился в современном искусстве. В наших передачах мы часто рассказываем про киноленты, снятые по мотивам жизни наших чемпионов, стихах, написанных в их честь, или известных полотнах, написанных художниками эпохи. Алтымурат Араздурдыев не исключение. Его сосед и друг детства, живописец Нурат Хаджикулиев создал цикл картин о великом штангисте. В своих работах Хаджикулиев постарался передать суть личности Араздурдыева, простого паренька из маленького поселка, который жил с открытой душой. В картинах мастера отражается работоспособность чемпиона, его стремление достичь поставленной перед ним цели. Сегодня эти полотна украшают мастерскую художника и выставляются за рубежом на тематических спортивных биеннале. Именно победа на чемпионате мира в Мельбурне 1993 года стала исторической для Туркменистана. Впервые в истории спорта в честь победителя звучал гимн независимого государства. На родине Алтымурата встречали как героя. Ходят легенды, что к дому и тренировочному залу выстраивались очереди из поклонников, которые хотели пожать руку и поблагодарить за столь значимую победу. Для него, простого парня из Марийской области, такое внимание было излишне. Араздурдыев почивать на лаврах не любил. Он по своему характеру был очень обычным парнем. Я помню, как многие чемпионы по тяжелой атлетике приезжали к нему в гости. У него было много друзей. Даже имея таких знаменитых друзей, он по-прежнему оставался самим собой. Никогда ни перед кем не хвастался, что он стал таким известным. За такой характер многие его и любили, и уважали. Он мог спокойно остановиться и поговорить с приятелем или знакомым, гуляя по дороге. Никакого зазнайства. Араздурдыев – пример для современного поколения. Настоящий герой спорта и патриот туркменского народа. После покорения мировых пьедесталов штангиста приглашали выступать в другие страны. На стыке десятилетий союз уже начинал скрипеть и раскалываться, а находчивые скауты из Европы, Америки всегда искали талантливых атлетов, которые могли не только медаль принести, но и молодежь обучить. Турки, скандинавы, спортивные чиновники из США делали щедрые предложения нашему герою, но оставить родину значило предать самого себя. Кто знает, может, переезд спас бы жизнь Алтымурату, сейчас остается лишь гадать. Он возглавил национальную команду в возрасте 27 лет, но так и не успел свозить своих подопечных на чемпионат мира. Уже после Олимпиады ему была сделана сложная операция, которая, к сожалению, не решила проблем со здоровьем. И в 1997 году великий батыр ушел из жизни.